Республика Татарстан – богатый край, густые леса, стремительные реки, бескрайние просторы. Но главное богатство – это люди, разные народы, которые испокон веков населяли эту землю, сливаясь в национальный калейдоскоп. Дорогие друзья, здравствуйте! Как ваше настроение? У нас оно отличное, потому что мы приехали в деревню Верхний Акташ Альметьевского района, чтобы познакомиться с народом Мордвы. И со мной Даша. Даша, будешь нас знакомить с этим народом? Да. Ну что, поехали! Это программа «Национальный калейдоскоп», и с вами я, Алина Руссо. Народ Мордва делится на два субэтноса – Мокша и Эрзя. В Верхнем Акташе проживают представители Эрзя. Мордва также славится своей гостеприимностью, и поэтому для начала нас приглашают к столу, чтобы поближе познакомить нас с традиционной кухней. Наш праздничный стол, потому что ни одно застолье не обходилось без пирогов. Поэтому у нас в таком количестве пироги. Это обязательно. Ну, начнем с первых блюд, наверное. Это окрошка. Но она не простая, она рыбная. Мордва все-таки раньше селилась ближе к рекам, к лесам, потому что все-таки Мордва народ собирательский. И они все время собирали и ловили. Вот у нас рыбная окрошка. Все делается так же, как и простая окрошка, только за место, там, например, мяса или, как сегодня, колбасу используют. Белая рыба, которую выловили в речке. Это у нас наши знаменитые пельмени с капустой, с квашеной капустой. Квашеную капусту обязательно надо тушить. Получается у нас пельманка. Капстань-пельманка. Да, капстань-пельманка. Ну, обязательно пироги. Это у нас пирог с картошкой. Картуфка-пряка. Как правильно говорится? Картуфка-пряка. Картуфка-пряка? Да. Пряка – это пирог. А как Сюда пирог картошка переводится? нарезается сырая, с луком, посолим и подсолнечное масло добавляем. Ну, в пост обычно этот пирог стряпают, потому что мясо же нельзя. Вот в пост. Такое постное блюдо Постное хорошее на блюдо стол. хорошее, да. Это у нас пирог с капустой. Капста-пряка. Капста-пряка. Да, капуста-капста. Капста-пряка. Это у нас пирог с грибами, потому что мордва без грибов – это не мордва. Пангонь-пряка. И с картошкой. Пангонь? Пангонь. Пангонь-пряка. То есть пангонь – это грибы, правильно? Да. А пряка – это пирог. Так, Так, уже одно слово точно выучили. Знаменитый пирог. наш луковник, он обязательно пекся на праздничный стол, на свадьбу. Это Луковник – это чурька-пряка. Чурька-пряка. В тесто добавляется жареный лук на подсолнечном масле. А можно попробовать? Очень хочется. Можно. Конечно, Ваше попробуйте. печенье. Так. Это как печенье или как Пряники. прянички, да? Ламбамушки. Ламбамушки. Сейчас мы попробуем ламбамушечки и скажем. Такой питательный, такой сытный пряник. Местные блюда отличаются особым вкусом и изобилием. Сегодня я точно наберу пару лишних килограмм. Проживает народ Мордва по всей стране. В газете России 19 века даже была напечатана такая поговорка: «Кто в России не татарин, кто на Волге не мордвин». Вообще, чтобы лучше познакомиться с мордовской культурой, нужно побывать на макшанском празднике Акшакелу и на ирзянском Раскись-Оскс. Вот там можно увидеть все обряды, обычаи и душу народа. Но в селе Верхний Акташ в Доме культуры есть свой уголок, где представлены колоритные предметы быта и утвари. Здесь знаменитые наши вот куколки, обереги, Матря Патя. Матря – это имя, а Патя – это сестра, тетка. Или как. Патя. Да, их сажали на чайничек или на что-то. А чего вот таким защищала? образом. Оберегает просто кухню, чтобы еда была полезная для людей. Вот, сажали на чайничек, она сидела. Она мне так нравится. Такая милая, такая маленькая. Да. Народ Мордвы славится своим многогранным пением, которое отличается особой гармонией и мелодичностью, признано уникальным не только среди финно-угров, но и в мировой музыкальной культуре. Чиях ты здесь сельский, не карвонь хози, как зе, гостолив тя
каждой песне звучит глубокий смысл и история народа, делая культуру богатой и неповторимой. И сегодня нам представили шуточную народную песню, где комар муху полюбил. Но прилетела пчела и начала отговаривать его жениться на мухе, ведь она ни шить, ни работать не умеет, в отличие от нее самой. Вот такая шуточная, жизненная песня про любовь. Ну а нам пора отправляться дальше, знакомиться с мордовской культурой. Мы приехали в церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь нас встретил отец Дмитрий. В этом приходе он служит уже 19 лет. Эта церковь – особое место для жителей. Все тут по-домашнему и очень уютно. Все иконы принесены из старинного храма Николая Чудотворца. Мордовский народ исповедует православную веру, но деревня Верхний Акташ единственная в округе, где служба проходит на родном языке. Село наше в округе здесь оно одно, где живут чистокровные мордва и эрзя. Полностью сохранен весь диалект, обычай. Я с ними служу и разговариваю также на мордовском языке. И я и на проповеди это всегда говорю, и людям всегда говорю, чтобы они не теряли связь именно со своими предками, чтобы и они с детьми, с маленькими, начиная с малолетнего возраста, чтобы они разговаривали на мордовском языке дома, чтобы они не говорили, на русском слов нету, говорить надо, но чтобы они не теряли, они также говорили на мордовском языке. Потому что дети сейчас, молодежь, она сейчас какая у нас? Она же больше всего сидит в интернете, в телефонах, в компьютере, а там же с ними они же не будут искать ролики на мордовском языке или еще что-то, поэтому они тоже этого уже как бы отсекают от себя. И поэтому я заставляю родителей, говорю вот им на проповедях, чтобы они дома говорили. Это очень удобно, это очень хорошо, что не забывается мордовский язык. В преддверии праздника Пасхи хотелось также поделиться этой же радостью на мордовском языке. Сейчас я спою тропарь праздника. Пусть меня простят, так как я говорю еще раз, что я сам также русский, но за 19 лет я стал мордвином эрзей, выучил мордовский язык, выучил все их, извиняюсь, их или их, не как правильно сказать? Их, правильно сказал, да? Выучил их обряды, и поэтому для меня мордовский народ стал моей семьей. Мордовский народ стал для меня самой главной семьей, потому что это мой приход именно состоит из мордов, и для меня радость в том, что я с ними разговариваю на их родном языке и вместе с ними разделяю их радость в их обычаях. Христос, кулось, кулом стундо вермензясь, кулом андо марто кулома веенде маштезе, кулось ломатнеенга кирямамакс. Христос, кулось, кулом стундо вермензясь, кулом андо марто кулома веенде маштезе, кулось ломатнеенга кирямава макс. Христос, кулось, кулом стундо вермензясь, кулом андо марто кулома веенде маштезе, кулось ломатнеенга кирямава макс. Спасибо отцу Дмитрию за душевный разговор. Наше мнение схоже с его. Мы также думаем, что любому народу важно знать родной язык, ведь, зная свои корни, ты можешь познать себя. А мы отправляемся в местную школу, где нас встретили ее ученики, чтобы рассказать стихи на родном языке и то, что они знают о своем народе. Почему так важно знать родной язык? Чтобы можно было его понять. Угу. А это для тебя важно, Даш? Да. Понимать. А почему важно? Ну, потому что когда мама со мной разговаривает, и у меня родной язык татарский, а она со мной на татарском разговаривает, а я немножко его не понимаю. Вот. И так, и чтобы понимать правильно и знать свои корни лучше. А ты, Маш, как думаешь? Ты мне уже сказала один раз? Как ты думаешь? Расскажи, почему для тебя важно знать родной язык?
Ну, такой же, как у Даши ответ. Такой же ответ? Да. Мгм. Мама со мной часто на мордовском рассказывает, а я некоторые слова не понимаю. Мгм. А ты со своими детьми будешь на мордовском разговаривать? Да. Да? Да. И ты даже будешь учить детей родного языка? Да. Вейси эрзет вивтяну переводится в единстве сила. Расскажите, пожалуйста, ребят, вам нравится изучать культуру своего народа? Да. Да. А что именно нравится в культуре своей? Ну, песни, танцы. Любите петь и танцевать на мордовском языке? Да. Танцы красивые, в клубе бывают, танцуют там, песни поют. Здорово. А для чего вот вы сами изучаете свою культуру? Ну, чтобы понимать родных и чтобы не продолжать культуру. Это важно продолжать культуру? Да. А почему? Чтобы Ну, чтобы мордовский язык не пропал. Не пропал, что ли? Также известно, что не существует одного единого мордовского языка. Он делится на подразделения этносов. Например, «Добрый день» у Мокши будет «шумбраши», а эрзи говорят «шумбрачи». Шумбрачи. Шумбрачи. Здравствуйте. Да, хотелось бы вот узнать. Мы сейчас находимся в музее. Музее села. Оно находится в здании филиала Верхнеоктябрьской школы. Здесь собираем экспонаты с 1989 года. Я пришла в эту школу в 1988 году. И в 1989 году в нашем районе начали как бы этнокультурный компонент вводить. У нас ввели мордовский язык. Сначала у нас был фестиваль. Это первый фестиваль именно у нас проходил летом, где к нам приезжали гости, татары, чуваши. Они представляли нам свои традиции, рассказывали о своих костюмах, о еде, о пище. И мы также. Тогда у нас не было такого, конечно, большого экспоната. Со временем жители села, спасибо им, приносили. Мария Федоровна, может, вам это пригодится, чем выкинуть. Вот и собрался у нас такой маленький мини-музей. Вот перед вами это свадебный костюм девушки, свадебный костюм. И цветы, наверное, пляли. Да. Подружкам. На голову одевали пангу. До этого девушка не одевала пангу, это головной убор. Она ходила с веночком или с подвязкой. Вот увидите у детей. После того, как женщина выходила замуж, она должна была обязательно одевать платок, как и у татар, как и у чувашей. Она должна была прятать волосы под одеяние. Лицо, конечно же, не пряталось, только волосы. Рукава, только пальчики должны были виднеться. По этому костюму мы можем сказать вам, что это девушка из богатой семьи, как определялось. Вот панар – это платье нижнее, да? А это рутят. Если посмотреть на панар, платье, да, мы увидим, что здесь вот вышито 4 полоски. Ага, так статус показывался, Статус показывали, к какому статусу, к какому состоянию девушка относилась. Одна полоска, например, Да. это с более бедной семьи, Да. там 2 полоски. Побогаче. И здесь же мы видим, что 4 полоски, и это полоски уже у богатых зажиточных крестьян. Здорово. Так, а вот это костюм? Это стилизованные, это первые костюмы Мастер Ягоды. Сначала мы выступали кто чем мог, а потом уже нам выделили деньги, сельский совет. И вот был приобретен, это первый костюм Мастер Ягоды. Это более современный. Потом девушка с 11 лет начинала готовить приданное. Вот здесь у нас эрямупарь.
Это терямупарь, сундук, куда девушка с 11 лет готовила себе приданое. Начинала ткать, начинала вышивать и шить платье. Традиционный мордовский костюм является настоящим произведением искусства. И когда мордовка собиралась на гулянье, она надевала по несколько рубах, вышитых ею самой, чтобы полностью продемонстрировать красоту своего наряда. Также она готовила подарки и свекру, и свекрови, и всем родственникам, поэтому она с 11 лет начинала свое приданое готовить, обдаривала всех подарками. Ну и, конечно же, в этот день и обдаривали самых главных сватьев со стороны и жениха. Здорово. И вот вы сказали, что свадьба шла 7 дней. Я еще слышала, что был день, по-моему, плача, да, у невест какой-то из дней. Да, сначала невесту оплакивали, это девичник. Девичник, да. То есть, если сейчас девчонки веселятся, да. а на девичнике, то раньше мордовушки, они плакали в этот день. Сначала невесту мыли в бане, потом приводили домой, расчесывали волосы. При этом мама оплакивала, потому что у мордовской женщины жизнь была очень тяжелой. Потому что когда брали женщину замуж, то это лишние руки, то есть работа, да, ведь и мама оплакивала то, что для дочери будет вот такая суровая жизнь в дальнейшем, а девушка плакала то, что уже расстается и с молодостью, и с родным домом, с родственниками. Народ Мордвы очень гордый и упрямый, известный своим многогранным характером. Говорят, если мордвин захотел что-то сделать, лучше сразу сдаваться, потому что все равно достигнет своей цели. А мы решили пообщаться с Александром Васильевичем. Он коренной мордвин, который с 1995 года работает главой поселения. Здесь в школе объединяются все, идет развитие, изучается родной язык мордовский, что это очень редких населенных пунктах есть, что у нас есть в Верхнем Акташе. Это большое благо для нас. Также у нас второй такой объект значимый – это приход Николая Чудотворца. Да. Вот мы как раз возле стоим. Да, эту церковь начали строить в 1870-х годах. Было обращение в свое время, элита того времени села ездили в Уфу брать разрешение на строительство этого прихода. И вот и в 1880 году был построен и освящен этот храм. В 96 или 97 году, когда я уже начал работать, инициативная группа обратились в Казанскую епархию за возрождение церкви и открытие прихода. Это разрешение было получено. Мы сперва служили, отец Георгий был, здесь было, вагончик был установлен здесь, служба шла в вагончике. То, что они начали сразу восстанавливать церковь, потому что это очень большие средства нужно было, и сразу браться за это дело было тяжело, и не поднять было. Да, сейчас вот начали восстанавливать и эту церковь. Вот здесь колокольню, часть колокольни, этот купол восстановили мы, полностью подняли. Алтарную часть тоже покрыли. Сейчас вот средняя часть и основное здание, которое вот это, тоже идут работы. Но сейчас нам надо остановить разрушение. Мы восстанавливаем сейчас крышу. Крышу утеплять будем, купола устанавливать, чтобы можно было первоначально вести службу здесь. Зачем вы это делаете? Понимаете, не знать прошлого, и не поддерживать традиции, культуру, не изучать историю.
главная история, чтобы корни, из чего мы пришли сюда, что развиваемся, работаем, служим на пользу нашей Родины, района. И то, что если человек не знает прошлого, это не знает и свою историю, это практически не человек. Это каждый должен знать, кто у него был прадед, дед, чем они занимались, чем мы должны заниматься на благо своего общества. Это же многое дает воспитание молодежи. Это молодежь, вот видите, тянется, они изучают тоже, это интерес. Народ Мордвы до сих пор ценно относится к культуре, и село Верхний Акташ тому пример. Мы сегодня очень много узнали об их истории, но еще хочется немного погрузиться в творчество. Девчонки из ансамбля «Мастер Ягода» научат меня традиционным движениям в танце. Мы могли бы вас научить танцу, но вам придется переодеться. Переодеться. Закрываем. Опа, вот такая вот я. Мордовушка. Красота, да, девочки? И теперь танцуем. Так, давайте учить меня этому прекрасному танцу. В основном у мордвы движения, ты у нас в девичьем костюме, а мы в женском. У женщин всегда движения должны быть тучными, потому что у нас как бы считал, что чем больше мордовка, тем она красивее. Вот так вот, да? Худенькие у нас, извините, бракованные считают. Бракованные. Замуж не брали, Ага. но обманывали. Мотали на них много одежды, чтобы она такой была тучной. Тучный такой. То есть я, получается, бракованная сейчас. Пока оставайся, откормим. Откормим. Ну, пирогов-то, да, много, я уже видела. Так, наверное, движение с рук начнем. У нас у мордвы было принято женские руки закрывать вот так, вот эти подушечки. Подушечки закрываем. А зачем? Во-первых, чтобы работящие люди, мозоли было, чтобы некрасиво было. Сколько всего интересного мы сегодня узнали. Меня настолько поразило село Верхний Акташ, что я задумалась купить себе тут домик, обзавестись коровой, да и пойти к девчонкам в ансамбль. Как думаете, они меня возьмут к себе после моего танца? Дорогие мордовочки, спасибо вам огромное за этот день. Сегодня было очень душевно и очень дружелюбно. Какой у вас замечательный батюшка, какие у вас прекрасные деточки, какие вы прекрасные сами. Спасибо вам за эти эмоции. Я действительно хочу купить себе у вас здесь дом и приезжать летом, зимой, просто развивать свой быт. Спасибо вам большое за это. Искренне хочется пожелать вам дальше продолжать соблюдать традиции. И у нас есть добрая такая же традиция, где мы дарим подарки, символы, да, народов, у которых уже были в гостях. И вот вам символы чувашского народа из деревни Клементейкино Альметьевского района. Передаю, берите, смотрите, это оберег у нас идет на руку, это оберег на шею, и вот в виде такой броши специально такой вот сувенир. Ой, какая красота. Мы, в свою очередь, хотим тоже следующему народу передать мордовочку. Она почти так же, как и мы. Тут вся наша любовь, доброта. Эрзяночка, да. Эрзяночка с помпошками, как у вас, прекрасные. Так что примите, пожалуйста, передайте с самыми лучшими пожеланиями от нас. Спасибо вам огромное. Ну а с вами нам пора прощаться. До свидания. Ну, на прощание мы вас без песен не отпустим. Давайте, девчонки, споем песенку. Давайте. Ай, моляр, мон вирев, кой май, моляр, мон вирев, апкай, моляр, мон вирев, кой май, моляр, мон вирев, апкай, саян,